السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Сегодня, иншаллах, почитаем начало суры Аль-Хадид, железо. Начало этой суры посвящено возвеличиванию Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, указанию на Его совершенные качества. Всевышний Аллах начинает: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Саббаха лиллахи ма фис самавати валь ард. Саббаха делают тасбих, то есть очищают Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля от недостатков, то есть восхваляют Его своими словами и поступками, говоря, что Всевышний Аллах, Он пречист от всяких недостатков, все, кто на небесах и земле. Мы тоже говорим слова «Субханаллах», что в переводе можно сказать «Пречист Аллах». Пречист Аллах, наш Господь, от каких-либо ни было недостатков. И все Его качества, они абсолютны и совершенны. Его знание безгранично. Всевышний Аллах знает все, что было, все, что есть, и все, что будет. И даже то, чего не было, а если бы было, то как бы это было? И Он в своем знании ничего не забывает, ни в чем не путается, и это знание никак Ему не приходится трудным. Могущество Всевышнего Аллаха безгранично. Аллаху аля кулли шайин кадир. Всевышний Аллах на всякую вещь мощен. Нет ничего, чего бы Всевышний Аллах, Творец, не смог совершить. Его зрение совершенно, Он видит все, что происходит, где бы ни было, когда бы ни было, днем или ночью, под ясным небом или же под землей скрыто в темноте. Аллах видит все. Его слух совершенен, Он слышит все слова всех своих творений, все абсолютно звуки. И если даже все творения разом, все вместе заговорят, Аллаху это не принесет никакой трудности. Он услышит каждого и поймет каждого из них, вне зависимости от того, на каком языке они обращаются, как они обращаются, кричат громко, или же они произносят эти слова вслух. Всевышний Аллах слышит все, слова каждого из них. Таким образом, говоря «Субханаллах», мы говорим «Субхана Раббияль Азим» во время рукуа. Пречист мой Господь, величайший. И мы говорим «Субхана Раббияль А'ля» во время суджуда, в земном поклоне. Пречист мой Господь, высочайший, величайший. Вот что мы подразумеваем. То есть мы говорим Аллах, у Него нет никаких абсолютно недостатков. Его справедливость совершенна, Его могущество безгранично, Его знание полноценно. И все Его качества камиля, полноценные, совершенные, в которых нет каких-либо недостатков. И вот Аллах говорит: «Саббаха лиллахи ма фис самавати валь ард». Аллаха прославляют, делают Ему тасбих, говоря, что Аллах пречист от всех недостатков,
все, кто на небесах и земле, обитатели небес, ангелы, количество которых не счесть. Как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда возвысился над 7 небесами в ночь Аль-Исра валь-Ми'радж, он был у мечети Бейтуль-Ма'мур, куда, он говорит, каждый день заходит 70 тысяч ангелов, и затем они больше не возвращаются. И это на протяжении скольки тысяч лет. Каждый день 70 тысяч ангелов заходят, совершают молитву, намаз и выходят. И больше они повторно в эту мечеть не возвращаются. И каждый раз так. Количество этих ангелов невообразимо. И они все, и все, кто на земле, все творения, даже неодушевленные, неразумные, скажем так, они все восхваляют Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля по-своему. Аллах говорит: «Валякин ля тафкахуна тасбихахум», но вы лишь не понимаете их восхваления, однако они все восхваляют и трепещут перед могуществом Всевышнего Аллаха. И говорит: «Ва аль-азиз аль-хаким». И Аллах, Он могущественный и мудрый. Могущество – это способность к совершению своей воли, сила, могущество. И что бы Аллах не захотел, это непременно сбудется. Как мы до этого говорили: «Иннама амруху иза арада шай'ан ан якуля лаху кун фаякун». Его воля, его дело, если он что-то пожелает, ему достаточно сказать «будь», и оно тут же будет. И второе имя, упомянутое Аллаха здесь, Аль-Хаким, мудрый. Что такое мудрость? Это умение совершать что-то или же говорить что-то, которое соответствует месту и времени, скажем так. То есть мудрый человек – это тот, который говорит те слова, которые они уместны в этом времени, в этом месте. Или же совершает те поступки, которые уместны и наилучшим образом подходят для этого времени и места. И мудрость – это величайший дар. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Вамай ютталь хикмата факад утия хайран кафира». И тот, кому была дарована мудрость, ему даровано величайшее благо, говорит Всевышний Аллах. И Аллах Субханаху ва Тааля, Он сам мудрый. Аль-Азиз, могущественный, и Он мудрый. То есть Он все свои повеления, все свои приказы и повеления Он совершает по своей мудрости. Ничто из божественных повелений Всевышнего Аллаха не лишены мудрости. Если Он что-то для своих рабов запретил, сделал харам, это не просто так. Значит, в этом есть мудрость. И порой мы не всегда можем понять этой мудрости ввиду, скажем, ввиду ограниченности своего познания и своих знаний. И порой, если Аллах Субхану ва Тааля что-то приказал своим творениям, возложил на них, это тоже неспроста. В этом есть величайшая мудрость. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, Он причист от того, чтобы совершать какие-то действия просто так, ради забавы. Нет, все, что Он велит, все, что Он совершает, это познанием и своей мудрости. И вот это два имени пришло в конце аята: «Ваху аль-Азиз аль-Хаким», Он могущественный и Он мудрый. Каждое имя по отдельности мы разобрали: могущество и мудрость. И есть такое правило, что вот эти парные имена, которые приходят в Коране в конце аятов, каждый из них дает свой смысл. Однако, когда они вместе приходят, они дают еще третий смысл. И если совместить имя могущественный и мудрый, мы понимаем, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, Он мудрый, и Он обладает могуществом, чтобы эту мудрость в мироздании сотворить, создать.
Ведь нету пользы от мудрости человека, скажем, да, если он не сможет ею воспользоваться. Или нету пользы от могущества человека, если он не обладает мудростью. Он может делов натворить своей силой и могуществом без мудрости. А Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Он обладает и тем, и другим. Следовательно, Он по своему могуществу в этом мире распоряжается, возвеличивает одних, унижает других, оживляет кого-то, умерщвляет кого-то, дает удел кому-то, забирает у кого-то удел, дает знания, забирает знания, распоряжается в этом мире, и Он совершает это по своей мудрости, и Он, эту мудрость, у Него есть сила, чтобы в этом мире это произошло, сотворить это. Далее Всевышний Аллах во втором аяте говорит: «Лаху мульку самавати валь ард». Ему принадлежит власть небес над небесами и землей. Он аль-Малик, царь, и Малик, властелин. В каждом ракаате в намазе мы читаем Малики Яумиддин, властелин дня воздаяния. Есть еще другой кираат, чтение Малики Яумиддин, царь. И власть Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, как он здесь говорит, она полноценная, и он обладает, он властен над всем, что есть на небесах и на земле, и над всем, что происходит на небесах и земле. В этом мире ничего не может произойти без повеления величайшего царя. Все события, которые мы видим, будь то благие для нас, или будь то тяжелые испытания и трудности, которые с виду нам кажутся дурными, плохими, но за ними скрыта тоже величайшая мудрость. Все происходит по воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ничто в этом мире не может произойти без его решения. Юхи ва юмит, он тот, который дает жизнь. Он тот, который эту жизнь забирает. Ва хуа аля кулли шайин кадир, и он над всякой вещью мощен. Вот этого аята второго нам достаточно для того, чтобы правильно выстроить свою жизнь. Лаху мульку самавати валь ард. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он дарует жизнь и забирает ее, и Он на всякую вещь мощен. Этим аятом Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля нам напоминает, что в этом мире есть лишь один властелин, есть лишь один Господь, и все происходит по Его воле. И вы, Его творения, рабы, обладающие различными стремлениями и желаниями, если вы хотите что-то получить, что-то хотите достичь в этом мире, и хотите, чтобы это вам было во благо, то вам нужно заполучить довольство царя, Господа этого мира. Ведь если он пожелает, никто не сможет воспротивиться этому. Однако если он не пожелает, то никак ты, сколько бы ты ни старался, ты не сможешь ничего в этом мире достичь. И этот аят Всевышний Аллах указывает на свое могущество и величие, что в этом мире ничего не происходит без Его ведома. Он дает жизнь, и Он забирает эту жизнь. Следовательно, ничего также не следует бояться и переживать, ведь все, даже наша жизнь, лишь во власти Всевышнего Аллаха. Далее, из следующих качеств Аллаха и из Его имен: «Хуаль ауалу валь ахиру, валь захиру валь батину, ва хуа бикулли шайин алим». Аль-ауаль – первый, тот, до которого никого нет. То есть у него нет начала. Это Аллах, Он тот, существование которого обязательно всегда должно быть. Есть такой вопрос, который задают глупые вопросы, если
группой, да, люди, если Всевышний создал все, то кто создал? Что вещи у нас могут быть во Вселенной, которые происходят, у них нет начала и сотворены, а есть вещи, которые есть тот, который обязательно должен быть всегда. Ведь если не будет того, у кого нет начала, то и жизни как таковой никогда не могло бы существовать. Однако мы видим, мы сами являемся доказательством тому. Мы есть, следовательно, есть тот, который не имеет начала, он должен был быть всегда. Ведь если бы его не было, то никакой жизни бы не было. Это, как называется, закон причинности, да, и закон причинности и правила бесконечной цепи. Да. Далее, аль-ауаль валь-ахир, и он последний, у которого нет конца. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, аль-хай аллади ла ямут, он вечно живой, который никогда не умрет. И все, что помимо Всевышнего Аллаха, оно не вечно. Оно сегодня есть, завтра его нет. Сегодня ты надеешься, опираешься на кого-то, думаешь, что он тебя выручит в сложной ситуации, однако наступает завтра, и ситуация абсолютно меняется. Этот человек, на которого ты надеялся, или лишается своей власти, своего положения, или лишается своей силы, или лишается своей жизни. И поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ватаваккаль аля аль-хаййи аллади ла ямут». И уповай на вечно живого, который никогда не умрет. Если сердце человека будет связано со Всевышним Аллахом и лишь на Него полагаться и уповать на Него, то этот человек никогда не останется в убытке. Ведь Аллах, Он вечно живой. Аль-Ахир. Нет никого после Него, и Он никогда не умрет. Валь-инсу валь-джинну ямутун, а люди и джинны, они смертны. Если ты понадеешься на человека, завтра его уже не будет. И все твои надежды распадутся, рассыплются в прах. Однако тот человек, который всегда уповает на Аллаха, он никогда не останется без поддержки и помощи. Валлахир валь-балтин, и он высочайший, величайший, нет никого величественнее и выше него. Мы знаем, что есть определенная иерархия в нашей жизни. Простые люди, далее более, скажем так, обладающие определенной какой-то властью, начальство, да, правительство и так далее, и так далее. Или есть знающий человек, есть более знающий, еще сильнее знающий, ученый и так далее. Все люди различны в своих степенях. Однако выше всех стоит Всевышний Аллах. И нет никого выше его. И это самое важное, надо помнить. Валь-балтин, и он ближайший, то есть он ближе всего к нам, чтобы нам помочь и ответить на наши мольбы. Как Аллах говорит: «Ваида са'аляка ибади анни фа инни кариб». Если тебя спросят мои рабы, то скажи им, что я близок к вам. То есть я всегда готов ответить. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля радуется покаянию человека, который после совершения греха просит прощения Аллаха. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля приближается к человеку сильнее, стоит только человеку сделать шаг. Да, как в хадисе приводится, если человек приблизится к Аллаху на шаг, Аллах приблизится к нему на 10 шагов. Если человек пойдет навстречу к Аллаху, то Аллах побежит к нему навстречу. То есть Аллах Субханаху ва Тааля за любое благодеяние отвечает больше, дарует больше. И Он аль-балтин, то есть Он тот ближайший, который нам помогает. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, и Аллах знает всякую вещь. Все, что происходит в этом мире. Мельчайшие детали, наши любые поступки, наши мысли, наши желания, то, что даже в наших сердцах.
Возможно, мы это скрываем от всех, однако от Аллаха, субхану ва тааля, мы это никак не можем утаить и скрыть. И вот эти 3 первых аята суры Аль-Хадид, железо, Аллах говорит: «Саббаха лиллахи ма фис самавати валь ард, ва хуа аль-азизуль хаким». Прославляют Аллаха все, кто на небесах и земле, и Он могущественный, мудрый. «Лаху мульку самавати валь ард», Ему принадлежит власть над землей и небесами. «Юхьи ва юмит», Он дарует жизнь и забирает жизнь. «Ва хуа аля кулли шайин кадир», и Он над всякой вещью мощен. «Хуа аль-ауваль валь-ахир валь-захир валь-батин, ва хуа бикулли шайин алим». Он высочайший, величайший, нет никого выше Него. Он ближайший, Он первый, у которого нет начала, и Он последний, у которого нет конца. И Он знает о каждой вещи, говорит Всевышний Аллах. Это слова, это аяты возвеличения Всевышнего Аллаха. И вот этот аят, как в одном из хадисов приводится, «Валь-ауваль валь-ахир валь-захир валь-батин», приводится в хадис, что этот аят лучше 1000 аятов. Хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что этот аят содержит в себе возвеличивание и восхваление Всевышнего Аллаха. И это есть величайшие и самые лучшие аяты в Коране. И те аяты и суры, в которых есть возвеличивание Аллаха, они выше других по своей степени. Мы знаем, у нас в Коране есть аяты о рае, аяты о аде, аяты харама и халяля, дозволенного и запретного. Однако самыми лучшими аятами являются аяты, где приводятся качества Всевышнего Аллаха, Его восхваление. Сура Аль-Ихлас, она равна 3 Корана и полностью посвящена лишь качествам Аллаха. Аятуль Курси – это величайший аят в Коране, потому что он посвящен полностью качествам Всевышнего Аллаха. То есть наилучшие аяты – это аяты, в которых содержатся имена и качества Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. На этом мы завершим. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.